С 6 по 7 июня в Якутске проводился второй этап первой спартакиады работников физической культуры и спорта. В первой части этапа, который проходил на стадионе Туймада, сотрудники соревновались в дисциплинах по легкой атлетике и общей физической подготовке. Легкоатлетическая эстафета, подтягивание и отжимания, бег на 100, 500 и 1000 метров и командные прыжки. А далее работники физической культуры и спорта продолжили состязаться на поле в турнире по мини-футболу. Участие в данном соревновании приняло 9 команд, которые были разбиты на 3 группы. Лучшие команды продолжали борьбу в рамках плей-офф. Соревнование проходило по действующим правилам Ассоциации мини-футбола России. Это первой спартакиада вообще целью это участие на будущем году. В 2015 году спартакиада трудовой коллектив Республики Саха-Якутия, который проводится по Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Вот. Мы сейчас будем постепенно набирать сборную команду, будем тренировать, готовить и будем достойно участвовать на будущем году в спартакиаде трудовых коллективов Республики Саха-Якутия. С 7 по 8 июня на стадионе Туймада проводился республиканский чемпионат по легкой атлетике, который являлся отборочным к грядущим 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. Принять участие на данном чемпионате заявилось около 280 мужчин и женщин, которые на протяжении 2 дней соревновались по следующим дисциплинам. Бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3 и 5000 метров. Эстафета, тройной прыжок и прыжки в длину. Представители легкой атлетики республики вносят серьезный вклад в развитие данного вида спорта. Буквально недавно Светлана Рогозина, студентка Чурапчинского института физкультуры, заняла 3-е место на чемпионате Европы на Багамских островах. То есть, несмотря на то, что мы находимся, как говорится, на крайнем севере, легкая атлетика у нас планомерно развивается, есть свои результаты, и мы дальше будем стремиться к тому, чтобы представители нашего северного края достойно представляли нашу республику в соревнованиях по легкой атлетике, как на российских соревнованиях, так и международных. А 7 по 8 июня на базе спортивно-стрелкового клуба «Берген» проводился республиканский чемпионат по компакт-спортингу, который также являлся отборочным соревнованием к 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. Участие в данном турнире принимало 22 команды, 12 из которых получили счастливые путевки в Намцы. Также в рамках данного чемпионата проводилось абсолютное первенство для выявления лучшего стрелка республики. Как никогда много было участников, но это понятно, потому что каждый улус старался выставить свою команду. Даже далекие северные улусы сегодня выставили свою команду. В истории спартакиады народов республики это первый раз. Мы, конечно, очень благодарны Министерству спорта республики, что включили наш вид спорта среди 14 видов спорта, которые будут проводиться в село Намсы. А до этого наш вид спорта был в свое время включен в играх Манчары, это было в городе Вилюйске. Вот 2 крупных соревнования, где наш вид представляется как отдельный вид спорта. А с 8 по 9 июня в Центре национальных видов спорта имени Василия Манчары проводился командный кубок Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия. За трофей боролись 6 лучших команд, которые были выявлены по результатам республиканского лично-командного чемпионата. Честь своих районов в рамках командного кубка защищали мужчины, женщины, ветераны и юниоры. По итогам всех схваток сильнейшей оказалась команда Мегино-Кангаласского района. Второе место заняла команда Татинского района. А на 3-м месте оказалась команда Усть-Алданского района. Борьба Хапсагай. Таскатылу. Стрельба из лука. Тутумергир. Масс-рестлинг. Бег на 400 метров. Лучшие из лучших будут сражаться, чтобы завоевать звание победителя игр Тыгына. 28 и 29 июня. Ис-Хатын.
Главное спортивное событие года уже близко. Дорогие жители и гости столицы, приглашаем вас на отборочные соревнования к грядущим 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. С 13 по 15 июня в селе Хатасы будет проводиться чемпионат республики по стрельбе из лука. А с 21 по 22 июня на стадионе Туймада состоятся квалификационные соревнования по легкой атлетике. Справки по телефону 34 1708. Чемпионат России по вольной борьбе. Сильнейшие спортсмены России в чемпионате по правилам ФИЛА в весовых категориях от 57 до 125 килограмм. С 20 по 22 июня в Центре спортивной подготовки «Триумф». С 12 по 15 июня на полигоне автомобильного и мотоциклетного спорта Министерства Республики Саха-Якутия пройдет 5-й открытый республиканский чемпионат по трофи-рейдам. Общий призовой фонд составляет 300 тысяч рублей. Генеральный партнер – торгово-сервисный центр «Самурай». Генеральный топливный партнер – Якутская топливно-энергетическая компания. Наш постоянный информационный партнер – передача «Мой спорт». Справки по телефонам 74 22 52. Лето. Пора кататься. Магазин велосипедов и комплектующих Stark предлагает вам широчайший ассортимент велосипедов. BMX, горные, экстремальные, женские, дорожные, шоссейные, детские и подростковые велосипеды, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание. Здесь ты найдешь свой велосипед. Контактный телефон 25 62 25. Официальный сайт магазина www.starkekt.ru. Stark. Велосипеды, которые катят.